Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Здравствуйте. Сегодня, 9 мая, в Москве, в Государственном Кремлевском дворце президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял участие в торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, прибыл в Кремлевский дворец для участия в торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, тепло встретил президент Российской Федерации, уважаемый Владимир Путин. Для участия в торжественном мероприятии в Москву прибыли главы государств и правительств из 29 стран мира. В ходе участия в военном параде глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, провел плодотворные беседы с рядом глав государств и правительств стран мира. После церемонии приветствия глав государств и правительств и руководителей высокопоставленных делегаций президентом Российской Федерации, уважаемым Владимиром Путиным, в главном центре проведения торжественных мероприятий Красной площади прошел военный парад, в котором приняло участие большое количество военнослужащих. В торжественном военном параде также приняла участие одна десантная рота вооруженных сил Республики Таджикистан. Марш таджикских военнослужащих состоялся в память о более чем 300 тысячах посланников Таджикистана на полях сражений, 55 из которых были удостоены высшего звания Героя Советского Союза, и всех граждан Таджикистана, внесших своим ратным трудом в тылу значительный вклад в обеспечение великой победы в этой жестокой войне. После военного парада на Красной площади президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и руководители официальных делегаций возложили венок к памятнику неизвестному солдату в память о жертвах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Участие глав государств в торжествах Великой Победы в Москве завершилось их совместным памятным фотографированием. Сегодня в Парке Победы города Душанбе состоялась торжественная церемония принятия присяги новобранцев. Подготовка молодежи к защите границ Родины, к службе в армии является основой патриотизма. Сегодня в Парке Победы города Душанбе состоялась торжественная церемония принятия присяги новобранцев. Мероприятие началось с исполнения государственного гимна. В торжественной части приняли участие и выступили должностные лица исполнительного органа государственной власти города Душанбе, Министерства обороны Республики Таджикистан, Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан, представители правоохранительных органов, родители новобранцев. В ответ должностные лица напутствовали солдат и офицеров оставаться верными присяге народу, родине и лидеру нации в ответ на постоянную поддержку и внимание правительства страны. В ходе торжественной церемонии принятия присяги новобранцы выразили, что с теплым чувством патриотизма и решимости выполняют свою сыновнюю миссию перед Родиной, всесторонне защищают национальные и государственные интересы, остаются верными присяге. В завершении мероприятия военнослужащие продемонстрировали военно-спортивные упражнения. Затем артисты сектора культуры исполнительного органа государственной власти города Душанбе представили участникам красочную культурную программу, которая стала гимном патриотизму и самопознанию. Мы продолжаем выпуск. В 2025 году из района Дусти Хатлонской области в другие страны уже было экспортировано более 340 тонн различной сельхозпродукции. Своевременный сбор урожая, повторный сев, обеспечение изобилия продукции на потребительском рынке – вот главные цели хозяйственников.
В районе Дусти Хатлонской области полным ходом идет сельскохозяйственный сезон. Уже начался сбор 12 видов сельхозкультур, и местные аграрии активно используют благоприятные природные условия для расширения производственных возможностей. В этом году труженики района планируют поставить на внутренние и внешние рынки урожай с общей площади 14 271 гектар. Как отмечают фермеры, сельскохозяйственная продукция, произведенная в Таджикистане, пользуется большим спросом на зарубежных рынках благодаря своему превосходному вкусу и высокому качеству. Подтверждением этому служат уже начавшиеся поставки. Из района Дусти в другие страны уже отправлено 340 тонн продукции. В планах на этот год экспортировать около 4000 тонн. Хотя это немного меньше прошлогоднего показателя в 4200 тонн, но, как отмечают ответственные лица этого региона, до конца сезона этот показатель значительно возрастет. Параллельно со сбором урожая на освободившихся полях уже начался повторный сев. Данная практика не только обеспечивает высокую эффективность землепользования для хозяйств, но и способствует насыщению потребительского рынка разнообразной продукцией, гарантируя продовольственное изобилие. Обширные возделанные площади свидетельствуют о том, что аграрии района Дусти освоили передовые методы использования земли. Это является наглядным примером реализации одной из 4 стратегических целей Таджикистана – обеспечения продовольственной безопасности. Учитывая текущие условия и растущий спрос, земледельцы стремятся повысить урожайность за счет улучшения плодородия почвы и получения нескольких урожаев с одного участка в течение сезона. Район Дусти – один из самых теплых в Хатлонской области, и эффективное использование этих климатических преимуществ способствует хорошему росту культуры и развитию агропромышленного сектора. Накопленный опыт в сочетании с внедрением современных технологий обеспечивает высокую рентабельность и устойчивое развитие сельского хозяйства в регионе. Лесное хозяйство, находящееся в живописных предгорьях Чилдухтарон Муминабадского района, славится сотнями видов растений, которые можно использовать в фармацевтической сфере, так как они являются экологически чистыми. Также под защитой лесников здесь увеличивается поголовье краснокнижных животных. В живописном уголке Муминабадского района раскинулось лесное хозяйство, занимающее площадь более 17 тысяч гектаров. Эта солнечная территория стала не просто охраняемой зоной, а настоящим центром сохранения уникального биоразнообразия региона. Здесь под защитой лесников редкие виды плодовых деревьев, таких как грецкий орех, вишня, боярышник и дикие яблони. Особое внимание уделяется сохранению многочисленных видов лекарственных и съедобных растений. Предгорья Чилдухтарон, входящие в состав лесного хозяйства, славятся сотнями видов целебных трав, активно используемых в фармацевтической промышленности. В соответствии с государственными программами за последние годы была значительно расширена площадь произрастания ценных лекарственных растений. Этот шаг, по мнению специалистов, открывает перспективы для получения значительной экономической выгоды от использования природных ресурсов района в будущем. Кроме того, на территории хозяйства созданы условия для гнездования и размножения редких видов птиц, включая сокола, орла, кеклика и других видов. Преданные своему делу специалисты лесного хозяйства ежедневно трудятся над сохранением и приумножением богатств этого, как его называют местные жители, легендарного уголка природы, обеспечивая благополучие всех его обитателей от редких растений до краснокнижных животных и птиц. Работа муминабадских лесников – яркий пример бережного отношения к природе и рационального использования ее даров. Уважаемые телезрители, это были все те новости, о которых мы успели вам рассказать к этому часу. О развитии событий в стране и в мире на нашем канале, как обычно, в 20:30. Будьте здоровы!